В эфире новости. Я и мои коллеги расскажем вам о самых заметных событиях к этому часу. В студии Василий Радченко и коротко о главном. Лесные пожары стали причиной обмеления 3 крупнейших рек в Якутии. Прививочная кампания против гриппа в Якутии в этом году началась раньше срока. Сколько людей планируют привить в этом сезоне? А почти 5000 детей Ленского района не только отдохнули, но и трудоустроились этим летом. Обвиняемые по делу о взятке в особо крупном размере Георгий Карамзин и Василий Гоголев снова отправлены в СИЗО. Сегодня Верховный суд Якутии поддержал ходатайство следователя о пересмотре меры пресечения. Напомню, что 30 июля городской суд сменил обоим фигурантам дела меру пресечения со следственного изолятора на домашний арест. Обвинение сослалось на рапорт управления ФСБ по республике, в котором сообщается об обширных связях Гоголева в органах государственной власти и правоохранительных структурах, что может повлиять на ход следствия и исход дела. Верховный суд отменил решение городского суда. Гоголев и Карамзин были взяты под стражу в зале суда. За прошедшие сутки в республике потушено 11 пожаров на общей площади 232 тысячи гектаров. Между тем продолжаются работы по ликвидации еще 4 возгораний. Все они пока действующие в Абыйском, Верхоянском, Оленёкском и Среднеколымском районах. На тушение привлечено почти 200 человек и 12 единиц техники. На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда на территории республики под постоянным наблюдением находятся 64 зарегистрированных термоточки. Лесные пожары стали причиной обмеления 3 крупнейших рек в Якутии. Уровень воды в Лене, Яне и Алдане опустился ниже критических отметок и составил 238 сантиметров. По словам гидрологов, густой дым разъедает облака и осадки попросту не выпадают. В Верховье и центральной части Лены дождей не было уже почти 2 месяца. Обмеление рек в Якутии случается раз в 10-15 лет, но в этом году уровень воды низкий, как никогда прежде. Сильнее всего это сказывается на работе речного транспорта. Практически по всей Лене с Усть-Кута до Жиганска действуют ограничения по осадке судов. По плану должны завести 1 миллион 245 тысяч тонн жизнеобеспечивающих грузов. Из них на сегодня отгружено 905 тысяч тонн. На севера около 80% завезено, 20% остается, около 82 тысяч тонн. Прогнозируем, что все груза будут доставлены. 10 тысяч тонн нефтепродуктов у нас остается, это с Усть-Кута до Ленска. Ждем осеннее повышение уровня воды на проблемных участках, особенно на нижнем течении реки Яна. От лесных пожаров страдают и дикие животные, которые, скрываясь от пламени и в поисках пропитания, начинают выходить к людям. Так медведь задрал лошадь и жеребенка в Верхневилюйском районе. Случай произошел в 7 километрах от Верхневилюйска в местности Сырдах. По мнению местных властей, выход медведя на территории населенных пунктов как раз-таки связан с лесными пожарами. В настоящее время ведется охота на дикого зверя во избежание других инцидентов. Выдача лицензии на охоту, разрешение на охоту медведя, тоже процедура это непростая. Сейчас штраф за медведя 400 тысяч рублей. И поэтому мы написали заявление, потом в быстром темпе, в исключительном случае, выдали нам лицензию. И мы тоже нашли охотников, которые согласились на охоту. Случаи телефонного мошенничества участились в Якутии. Только за первое полугодие 2019-го зарегистрировано 400 случаев. Как уберечь свои накопления и распознать мошенников, узнаем у нашего корреспондента Светланы Федоровой. Какой номер карты и пароль? Какие 3 цифры написаны на обороте? Когда заканчивается срок ее действия? Это излюбленные вопросы телефонных мошенников. Казалось бы, и схема их проста, и давно всем известна. Однако люди, особенно пожилые, все равно умудряются попасть на уловки мошенников. Звонят откуда-то, как бы агент банка, работник банка или пенсионной службы. Не раз было, да, позвонили, просили, случайно вам закинули соточку, перекиньте обратно. Я сказала, извините, с оператором работаете, я ничего перекидывать не буду. Мы решили выяснить, где злоумышленники берут номера телефонов клиентов банка. Мошенники
берут номера телефонов из таких доступных источников, например, как популярны сейчас социальные сети, да, где люди самостоятельно размещают не только свои фамилии, имя, отчество, но и другие персональные данные. А иногда даже размещают сведения о каких-то платежных инструментах. Злоумышленники легко втираются в доверие, используя психологические приемы, так называемые методы социальной инженерии. При помощи возможностей IP-телефонии могут скрывать свой телефонный номер, меняя его на контактные данные реальных коммерческих банков. Имея доступ к базам данных продавцов и распространителей лекарственных средств и других товаров, злоумышленники звонят людям, совершавшим такие покупки, под видом сотрудников кредитной организации, включая Банка России. Все сообщения, которые поступают от имени Банка России, идут с номера 3434. Сообщение от Банка России может поступить только тем лицам, которые ранее обращались в интернет-приемную мегарегулятора с жалобой или вопросом. Если звонок поступил якобы из банка, клиенту сообщают, что по ошибке списали деньги с его счета или наоборот зачислили на счет. Просят перезвонить, сообщить код, который отправили СМС-сообщением. Если человек на том конце провода начал требовать ваши персональные данные, секретные коды и пароли, то следует сразу прервать разговор. Правильнее всего набрать вручную номер банка и уточнить, не звонил ли вам представитель кредитной организации. Саргалана Федорова, Григорий Хлопков, Якутск. В центральном сквере города Алдана возобновили работы по программе благоустройства «Комфортная городская среда». Застой почти в 1 месяц образовался в связи с несогласованными действиями генерального заказчика и подрядчика. Тему продолжит Руслан Павлов. Ровно месяц назад в центральном сквере города Алдана полным ходом шли работы по демонтажу инфраструктуры. Подрядчикам помогали школьники, которых привлекли городские власти для ускорения работ. Это были крайние видеокадры, когда работа кипела. Затем она остановилась. Начались разбирательства между заказчиком и подрядчиком. Рабочие появились на объекте лишь тогда, когда для контрольной проверки прибыли представители заказчика, Управления архитектуры и градостроительства при главе республики. Ознакомились и поняли, да, что надо менять, что надо, как надо все дальше двигаться, что люди, конечно, нужны люди, чтобы быстрее все это закончить. Ну и решим вопросы. Торги по благоустройству сквера выиграло общество «Редком» из города Якутска. Фирма в Алдане известная по печальному опыту возведения домов для детей-сирот. И вновь проблемы. Лето и срок первого этапа проекта, который включает все земляные работы, заканчиваются, а результатов не видно. Согласно контракту, еще 5 августа на этом месте должна была быть чаша фонтана. Но сегодня на дворе 21 августа, и мы здесь видим лишь дырку в земле. Представители заказчика ссылаются на 44-й федеральный закон, мол, кто выиграл торги, тот и выполняет государственный контракт. Другой вопрос, как выполняет, достойно или спустя рукава, и насколько заказчик контролирует выполнение контракта. 44-й закон у нас един, так что мы должны придерживаться 44-го закона. У нас все идет по плану, так что контракт будем дальше до 1 октября закончим данный объект. Я не вижу, что идет по плану. Ну, в любой работе у нас есть нюансы. Мы будем, конечно, все это улаживать. Представители Управления архитектуры и градостроительства республики уверены, что темпы работ удастся ускорить, а отставание сократить на минимальный срок. Наверное, это возможно. Но тогда уже завтра на строительной площадке должно появиться в 10 раз больше рабочей силы, чтобы минимизировать потерянное время и ущерб. Руслан Павлов, Александр Лукин, Алдан. К другим темам. Прививочная кампания против гриппа в Якутии в этом году началась намного раньше срока. Если в прошлые годы прививки начинали ставить только в октябре, то нынче уже с конца августа. Таким образом, планируется охватить программой по вакцинации около 500 тысяч человек. В первую очередь будут привиты младенцы, дети дошкольного возраста и школьного. Беременные женщины, старики, люди с хроническими заболеваниями, медицинские сотрудники и работники бюджетной сферы. В поликлинике появилась вакцина Совигрипп. Со вчерашнего дня мы ее начали уже ставить. Советуем ее всем, особенно детям, которые идут только в детский сад и идут только в школу. То есть меняют свой
свою микрофлору в общественных заведениях, да, учебных, там, детских учреждениях. Тоже будем всем ставить, да. Более 4500 детей Ленского района не только отдохнули, но и трудоустроились этим летом. Для приобщения ребят к труду республика и район выделили более 20 миллионов рублей. Марина Крутихина пообщалась с детьми и узнала, как им такое времяпрепровождение. Убирали, поливали, красили и пололи. 8 школьных трудовых бригад этим летом трудились в Ленском районе. В них работали более 200 школьников от 14 до 18 лет. У подростков спрос на такую летнюю деятельность только увеличивается, но устроить всех желающих нет возможности. Не каждое предприятие на сегодняшний день готово взять к себе несовершеннолетних для работы. Не потому, что нет работы, а потому что изменилось законодательство, ужесточились некоторые требования к работодателю, да, и к организации условий работы для школьников. Тем не менее, очень много этой документальной работы, и некоторые работодатели, конечно, предпочитают для того, чтобы избежать этой всей волокиты, они предпочитают не брать несовершеннолетних на работу. В течение лета кипела работа и при школьных лагерях, но в них воспитанники не трудились, а отдыхали. В районе в 17 образовательных учреждениях за это лето отдохнули 1287 человек, что на 322 ребенка больше, чем в прошлом году. При полной стоимости путевки в размере 10 491 рубль родители платили только 2098 рублей. Разница компенсировалась из районного бюджета. Здесь надо отметить, что те родительские взносы, которые составляют 2098 рублей, да, они идут, как правило, на организацию культурно-массовых мероприятий, да, и на какие-то там канцелярские товары, которые в ходе площадки обязательно необходимы. В школах дети могли не только отдохнуть, но и получить дополнительные знания. В районе работали 5 профильных лагерей с уклоном на английский язык, изобразительное искусство, физику и математику. За лето в районе прошло 9 краеведческих экспедиций. В них участвовали 119 школьников. Всего за летний отдых детей и их трудоустройство республика выделила более 8 миллионов рублей, а администрация Ленского района – более 12. Благодаря чему 4500 местных школьников с пользой провели уходящее лето. Марина Крутихина, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». На этом у нас пока вся информация, но наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий, а мы будем держать вас в курсе новостей. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.